Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Так. Теперь из цыганской колоды добавим карты для отношений, работы, финансов. Это отношения, это работа. Это финансы. Так, теперь посмотрим. Вот основная карта у нас король жезлов. Карта, которая говорит о том, что раки в этом месяце будут себя чувствовать просто великолепно. Вы будете контролировать свою жизнь, вы будете контролировать свои эмоции, вы будете достигать цели. Если решали куда-то ехать, получится поездка. Может быть, это будет в начале, в середине месяца, в конце месяца может и не быть, хотя потом посмотрим, да, более точно. Сейчас вот могу сказать, что вы на высоте, у вас сбываются какие-то ваши мечты, планы реализуются. Хорошее время для того, чтобы статуса какого-то достичь, решить вопрос с профессией, с получением денег, выиграть что-то можно в этом месяце. Можно решить вопрос с валютой. Может быть, там вам нужно продавать, покупать что-то важное для вас, да, какими-то инвестициями. Может быть, здесь покупки будут каких-то крупных вещей или статусных вещей, которые вот позволят вам производить впечатление нужное. А также карта может говорить о том, что вы можете либо обучать очень успешно, либо обучаться, да, то есть здесь с обучением тоже очень важная связь. Может быть, это человек, который появится в вашей жизни, он иностранец, да, из-за границы. Может быть, вы будете учить иностранные языки очень успешно, либо преподавать их. В общем, все вот очень такое интересное, когда нас задевает все за живое, когда нам нравится наше дело, когда мы с увлечением чем-то заняты, в общем, когда все глубоко, интересно, счастливо, удачливо и так далее. То есть вот такой месяц у раков. Вы сами так себя будете чувствовать и такие ситуации привлекать в свою жизнь. Первые 10 дней июня у нас девятка чаш. Карта говорит о том, что вам захочется решить какие-то свои внутренние вопросы. Может быть, вы устали, и вам нужно было отдохнуть и побыть, может быть, наедине с собой, исполнить какие-то свои желания, сделать какие-то покупки, встретиться с какими-то людьми. Вот все это вы можете сделать в начале месяца. Девятка чаш, карта немножко эгоистичная, но это и необходимо, потому что когда мы очень много тратим сил, вкладываемся во что-то, нужно обязательно компенсировать, да, то есть, вот, допустим, заработали, нужно что-то купить себе хорошее, потратиться. Или, допустим, достигли какого-то успеха, отметить это в кругу друзей или с близким человеком. Самое главное здесь не переедать, не перепивать, да, чтобы не было вреда для здоровья. И иметь в виду, что нельзя останавливаться на том, чего вы достигли, нужно уже сразу планировать дальнейшие какие-то достижения. Теперь от 10 до 20 у нас паж жезлов. Карта говорит о том, что вы как-то новое что-то начинаете, обновляете, может быть, свое дело, может быть, это новое направление, это новые люди, новые связи, новые идеи какие-то вы начинаете реализовывать. Причем это уже не на пустом месте, это какой-то опыт у вас уже есть, да, предварительный. Для кого-то, кстати, это может быть повышение в должности, только должность не очень большая, да, такие самые как бы начала руководящей лестницы, как это сказать, самая, в общем, такая нижняя должность в руководстве, да, то есть когда это какая-то небольшая группа, небольшой коллектив, который под вашим руководством находится, может быть, это первая ваша должность руководящая. Также карта говорит о том, что вы как-то себя проявите вот в середине июня, вас заметят, вас похвалят, на вас обратят внимание. Здесь может быть задействованы сети YouTube, допустим, да, когда вы там видео какое-то снимаете. Здесь может быть начало
какого-то успеха, ну, допустим, если если эта карта не работы касается, а внешности, да, допустим, вы начинали какую-то диету, и вот у вас уже первые результаты, вы сами смотрите в зеркало, радуетесь, люди вас видят, говорят, тут как вы хорошо выглядите и так далее. Может быть, здесь что-то со спортом связано, начнете, допустим, заниматься спортом или приобретете какие-то красивые там вещи спортивные себе, может быть, тренажеры. Карта может говорить о том, что вы можете учиться водить автомобиль, допустим, да, или, может быть, захотите просто это делать, да, то есть намерение просто у вас такое будет. Кстати, здесь вы совершенно как-то по-новому начнете себя миру предъявлять, как-то совершенно будете использовать новые способы для решения вот каких-то привычных вопросов, и это вот вас продвинет очень хорошо. Чего больше всего это касается? Больше всего это какие-то новые дела, новые обязательства. Да, а вы закончили одно, начинаете другое. Вот в середине месяца у вас такое обновление идет. Теперь окончание месяца, пятерка пентаклей, карта неоднозначная. Это кризис с деньгами. Может быть, здесь что-то потратили лишнее. Здесь вот вначале праздновали, слишком потратились. Потом, может быть, на что-то новое, на дела новые, одежду, внешность и так далее тратили. Да, вот в конце месяца, может быть, как бы финансы поют романсы, скажем так, да. Поэтому лучше заранее подумать о том, чтобы в конце месяца такого не приключилось. Можно ли это исправить? Да, абсолютно верно, если как бы все точно рассчитывать, если как бы не думать, что как-то само собой все разрешится, откуда-то деньги возьмутся сами собой, то есть все здесь нужно заранее распределить, может быть, какую-то сумму вот на конец месяца отложить для того, чтобы у вас уже все было. Даже если вы рассчитываете на какую-то покупку-продажу, да, вот что у вас появятся деньги, вы лучше все-таки отложите сумму, пусть там дополнительные деньги какие-то будут от вашей покупки, но чтобы вы не остались без денег в конце месяца. Но также здесь может быть... Знаете, когда вы вообще о деньгах не думаете, вы настолько счастливы, вы как-то вдохновлены, что вам вообще как бы денежный вопрос вас не волнует. Деньги как бы сами по себе, вы сами по себе. И как будто бы вы вот все это окончание месяца живете вот на таком каком-то порыве счастья, на волне удачи, да, и совершенно не думаете о деньгах. Вот может быть и такое для кого-то. Посмотрим, что будет в отношениях. Здесь у нас... Шестерка пиковая для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что вы можете познакомиться с человеком в каких-то государственных учреждениях, или, может быть, в суде, или, может быть, это военный какой-то будет, да, с кем вы можете познакомиться. Что еще может быть? Может быть, в суде, в налоговой. В общем, какие-то государственные учреждения, вот вполне возможно там встреча. Теперь для тех, кто в паре, восьмерка бубновая. Карта говорит о том, что вы решите какой-то важный вопрос в отношениях, да, и, скорее всего, это как бы очень важно для вас. Может быть, какое-то решающее значение имеет. Здесь у нас... Ответ на вопрос. Здесь раскрытие тайны какой-то. Здесь решение проблем, связанных с работой, с финансами. Здесь, может быть, вы, допустим, ждали ключи от новой квартиры, нового дома. Может быть, стройка у вас была, допустим, да? Может быть, вы далеко живете, переехали, и вот вы можете получить ключи. Может быть, здесь... какая-то трудная ситуация у вас была, может быть, у кого-то была зависимость от алкоголя, да, или еще какая-то зависимость, вы можете успешно ее разрешить, и вот ваш партнер вам в этом будет помогать и будет рад вместе с вами. А также здесь влияние судьбы, идут какие-то перемены очень важные, которые прям вот по судьбе для вас. И что еще хочу сказать, скоро какая-то очень важная ситуация для вас будет. То есть это месяц июнь, может быть, еще в июне не произойдет то важное событие, которое для вас важно. Может быть, это будет там в июле, допустим, да, но что-то тут надвигается, назревает, очень важное касается это... Скорее всего, стабильности вашей, там, дома, финансов, работы.
Да, вот, скорее всего, у вас сложный период кризисный, да, и вот в ближайшее время прям судьба вам готовит такой приятный сюрприз. Для тех, кто в ссоре, семерка червовая, карта говорит о том, что вы можете помириться, но не просто так. То есть нужно понять себя, понять партнера, нужно договориться. И еще вот эта карта, которая говорит о событиях, которые неотвратимо происходят. Может быть, вот эта ваша ссора, скандал, может быть, как раз это то, что вам необходимо, да, подумайте, тот ли это человек рядом с вами, стоит ли вам вообще с ним мириться. Если ответ да, то тогда вот любые способы ищите для того, чтобы договориться, помириться и так далее. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, очень может быть много сложностей, проблем, каких-то эмоций по этому поводу, и может быть какую-то часть в месяце вы даже не будете знать, предполагать, получится у вас это или нет. Но смотрите, вам тут может помочь какая-то женщина, вы можете найти работу на дому или удаленную, и, возможно, это будет уже во второй половине месяца. Теперь для тех, кто работает. Валет червовый. Карта говорит о том, что у вас в работе есть какие-то очень приятные моменты. Может быть, будет хорошее отношение к вам начальства или коллектива. Может быть, ваш друг вам поможет каким-то образом. Может быть, у вас в коллективе с вами рядом работает человек, который является вашим другом, на него можете положиться, и он вам может какую-то помощь, поддержку оказать. Либо ваша работа предполагает, что вы обо всех заботитесь, как бы это ваша служба такая, да, служение, и тогда вот здесь тоже все очень успешно. Хорошее вообще время для того, чтобы работать. Но также это время может говорить и об отпуске, то есть кто-то может быть и отпуск. Но здесь отпуск не вынужденный, а положенный, заслуженный. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трефовая, карта говорит о том, что здесь, скорее всего, будет препятствие, которое от властей приходит, да, от законов каких-то, или, может быть, цели, которые вы раньше ставили, они не осуществляются, и нужно искать новые пути решения, как-то менять бизнес, договариваться с новыми людьми и так далее. Теперь деньги посмотрим для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что у вас здесь решается какой-то важный вопрос, скорее всего, у вас вообще как бы с зарплатой уже не будет потом проблем, да, даже если они были. Какое-то тут улучшение идет. Ну и вообще здесь, вообще это карта денег, когда приходят деньги в наш кошелек, когда мы можем тратить на все необходимое и даже более того, то есть хорошая сумма может прийти. А вот для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что нужно быть осторожным. Можно либо заработать хорошо, либо потерять. То есть здесь как выигрыш, так и проигрыш может быть. Давайте посмотрим дополнительно. Десятка червовая у нас здесь поясняющая карта. Она говорит о том, что вам нельзя связываться с людьми непроверенными. Вам нужно обязательно только с теми людьми финансовые какие-то операции проворачивать, да, которые уже вам известны, которые доказали свою верность, преданность и так далее. Иначе может быть проблема тут в финансах. Но вообще, как бы выигрыш тоже может быть при благоприятных обстоятельствах, вполне возможно. Ну вот осторожнее будьте только с непроверенными людьми. Совет посмотрим. Король бубновый говорит о том, что у вас как-то хорошо будут в этом месяце получаться продажи, сделки какие-то, приход денег может быть хороший, решение любых вопросов с деньгами, с валютой и так далее. Ну и, конечно же, здесь на учебу может быть потрачена какая-то сумма, и совет вот именно учебой озаботиться, тратить на это, не бояться, что вот вы просто так зря это потратите. Хорошее время для того, чтобы начинать индивидуальное предпринимательство. В общем, для коммерции очень хорошая карта. Ну и если вам нужно идти на риск, то тогда только с проверенными людьми, и вот когда у вас точно уже есть уверенность, что проект не подведет вас, да, сработает все. Друзья, желаю всем прекрасного июня, всего вам доброго, до новых встреч.